Правительственные войска шли к Оренбургу, осажденному пугачевским войском. 22 января 1774 года князь Голицын перешел через Каму. 6 февраля с ним соединился полковник Бибиков. Мансуров 10-го. Войска двинулись к городу. Пугачев знал о приближении объединенных войск, но направился к Яицкому городку и уже 20 января возглавил штурм крепости. Ночью взорвали часть вала. Мятежники бросились в атаку, заняли ров и попытались взобраться на вал. Все жители, даже женщины и дети, помогали им. Пугачев с копьем в руке подгонял наступающих. Приступ продолжался 9 часов. Наконец, 50 смелых защитников очистили ров и прогнали бунтовщиков. Пугачев был в ярости. Здесь же, в Яицком, Пугачев влюбился в молодую казачку Устинью Кузнецову и женился на ней. Она жила в городке, и Пугачев ездил к ней каждую неделю. Его приезд всегда ознаменовывался новыми штурмами крепости. Но ни подкопы, ни многочисленные приступы бунтовщиков не приводили к взятию Яицкой крепости. Получив известие о приближении князя Голицына, Пугачев взял с собой 500 человек конницы, 1500 подвод и поспешил в Берду. С 10-тысячным отборным войском он выступил навстречу князю Голицыну. Под Оренбургом остался Шигаев с 2000 бунтовщиков. Заняв несколько крепостей, Пугачев ночью в сильный буран напал на передовые отряды князя, но был отбит. На помощь Голицыну со своими полками подоспел Мансуров. Пугачев внезапно повернул к Татищеву и стал там укрепляться. 22 марта 1774 года туда подошел Голицын. Крепость, взятая и выжженная Пугачевым в прошлом году, была им же и восстановлена. Сгоревшие деревянные укрепления заменили снежными. Мятежники притаились за стенами. Военное искусство самозванца удивило князя. Присланные Бибиковым егеря заняли все выгодные высоты. Голицын, разделив войска на две колонны, приблизился и начал стрелять. Из крепости ему ответили огнем. После 3 часов беспрерывной пальбы Голицын понял, что осажденных невозможно одолеть одними пушками, и велел идти на штурм. Войска бросились на обледенелый вал. Мятежники защищались отчаянно, но уступили силе регулярных полков. Кровопролитие было ужасное. На пространстве 20 верст лежали тела пугачевцев. Сам самозванец с 60 казаками пробился и прискакал в Берду. Бунтовщики начали отступать, стараясь увести награбленное имущество. Пугачев, опасаясь пьянства, велел разбить бочки с вином, которое хлынуло по улице. С 10 пушками, награбленным и 2000 мятежников Пугачев бежал. Хлопушу схватили татары, связали и передали губернатору. Каторжника привезли в Оренбург, где в июне 1774 года ему отсекли голову. Бедственная 6-месячная осада Оренбурга закончилась. 26 марта в город въехал Голицын, которого жители приняли с восторгом.